Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем играть в замечательную игру под названием Сома. Этой игре уже много-много лет, но я все-таки хочу ее пройти, и чтобы, так сказать, оставить это как воспоминание для себя и для вас тоже. Ну, приступим. Так, режим игры обычный, безопасный. Чудовища могут вас убить, прячьтесь от них, чтобы выжить. Такая игра задумывалась с самого начала. Безопасный. Чудовища могут напугать, но не убить. Красться не нужно, вашей жизни ничто не угрожает. И давайте все-таки обычный по стандарту. Мы же все-таки не трус, не трусишки. Такая замечательная загрузка в виде рентгена мозга. Реальность — это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Филипп Дик. Саймон, все в порядке? У тебя, кажется, кровь идет. Ничего страшного. Просто из мозга все время кровь идет после аварии. Не кажется, или игра громкая? Вот, возьми. Нет, это мне пригодится потом для сканирования. Она зеленая. Эшли, мне нужно кое-что тебе сказать. Саймон, только не надо делать из этого. Нет, я совсем про другое. Но почему именно сейчас? Кто такой Дэвид Мунши? Почему мне никогда не хватает времени? На что? О, боже мой, мы что, попали в аварию? Подними трубку, чувак. О, с предметами можно взаимодействовать. Нажмите. Ага. Да, я не сплю. Здравствуйте, Саймон Джаред. Да, это я. Меня зовут Дэвид Мунши, мы договаривались. Сканирование? Да, помню. У вас все в порядке? Да, сон плохой приснился. Сегодняшняя встреча в силе? Да, я поэтому и звоню. Хотел вам напомнить, чтобы вы выпили маркер, так снимки получатся гораздо лучше. Не волнуйтесь, она у меня где-то рядом. Отлично, тогда до встречи через пару часов. Хорошо, до встречи. Маркер? Что за маркер? Ну, это с чувствительностью как-то дела не очень. Так, так лучше. Чтобы открывать и закрывать выдвижные ящики, хватайтесь за них и двигайте мышью от себя и на себя. Это... Я так понимаю, разработчики той же амнезии, да? Напомните мне, если я ошибаюсь. Куда же я положил маркер? Интересно, куда? Что за... Ага. Так, понятно. А куда? Где действительно маркер? Маркер — это... радиоактивный маркер. Вот, смотрите. Чтобы вращать объект, двигайте мышь, чтобы выйти из режима осмотра, нажмите. Ага, все. Ух ты, какие-то у нас тут рисуночки непонятные. Скорее поправляйся. С любовью, мама. А он что, заболел? Так, это нам не надо. Что это? Ой. Так, свет. От кого? Дэвид Мунши. Тема «Сеанс на нейрографии». Дата 30 апреля 2015 год. Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории Пейс в Торонто, но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш Дэвид Мунши. Понятно. Новый рецепт. От кого? Доктор Эрин Пик. Тема «Новый рецепт». Дата 28 апреля 2015 года. Уважаемый мистер Джаред, я рада слышать, что головная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справится с травмой полностью. Кровотечения будут продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев, и вам нужно будет периодически являться в больницу на
осушения полости, чтобы не создавать избыточное внутричерепное давление. Поскольку продолжительный стресс может привести к смерти, я выписал вам празозин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению, следуйте ей. Постарайтесь как можно больше отдыхать. До встречи на следующей неделе. Искренне ваша доктор Эрин Пик. Выходной в субботу. Джесси забыл нажать «Отправить». Неважно, я уже ему говорил. Джесси Гримуар, выходной в субботу, 1 мая. Привет, Джесси. Поскольку ты, наверное, уже забыл, я напоминаю, что завтра иду к доктору, то есть меня на работе не будет. Это значит, что тебе надо будет прибыть пораньше, чтобы открыть магазин. И распакуй, пожалуйста, те коробки за прилавком. Хватит о них спотыкаться. Вообще, знаешь, книги продаются гораздо лучше, если их поставить на полки, где люди их видят. Удачи, она тебе понадобится, Саймон. То есть нас зовут Саймон, да? Или нам уже об этом говорили, просто я, наверное, уже забыла. Давайте отправим, пускай. Лучше поздно, чем никогда. Это наша девушка и мы, скорее всего, да? Это мы где-то на отдыхе, походу, стоим. Да, непонятно, что это. Ну, понятно, что это море или океан, просто имеется в виду непонятное местоположение. Де Гримуире. Робин МакКоннелл. Meet and Greet Book Singing. Signing. Books, Comics, Board Games. Понятно. Так, а где этот тот самый маркер? Опа. Молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города. Пятница, 10 апреля 2015 года. Торонто. Вчера на перекрестке Блур-стрит и Спадина-роуд водитель внедорожника проехала на красный свет и врезалась в другую машину. Как выяснилось позже, ее отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами. Второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира, и 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровью в легких еще до прибытия скорой помощи. О, Господи. Водитель, друг погибший, 26-летний Саймон Джаред, выжил, но получил сильные увечья и предположительно необратимые повреждения мозга. Вот поэтому мы сейчас куда-то едем, чтобы что-то сделать с нашим мозгом. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается, полиция уверяет, что случившийся несчастный случай и избежать аварии было нельзя. Впрочем, как и всегда везде. Всегда виноваты только пассажиры, пешеходы. Мир кино, главный журнал о кинематографе, летний блокбастер, японская анимация, пик славы, трюки против компьютерной графики. Что такое бутылочное кино? Мощная отдача 2. Безупречное исполнение на экране с 13 декабря. Понятно. Ой, у нас еще что-то там лежало. Погодите-ка. Или... Вот это что? Она светилась. Ой-ой-ой. Ой. А как перевернуть? Ну ладно. Походу, не прочтем мы сегодня ее. Так, это от фотоаппарата, походу. Объектив. Наше кресло. Наш фотик. Флешка. Книжка. Ага. Значит, наш персонаж фотограф. Очень похоже на Россию, если честно. Так, что у нас еще есть? А где вот этот наш маркер или что это было? Вот мощная отдача. Джон Хью, коррумпированный полицейский, работающий в Гонконге. Однажды его жизнь круто меняется. Он встречает Эмбер, таинственную иностранку, которую держит в плену триада Золотого Дракона. Приготовьтесь к запрещенным приемам, ведь героям предстоит сразиться с триадой, полицией и даже сверхъестественными силами откуда-то из-под земли. Приготовьтесь к мощной отдаче. Что-то здесь загружается. Ой.
О, можно телевизор Right. включить. Watching TV Да, gives me телевизор у меня теперь headaches. голова болит еще сильнее. Thank you, brain. Спасибо, мозг. Ой, извиняюсь. А как? Что он там делает? Сам собой переключается. Так, может быть, маркер этот здесь? Так, она не открывается. Что в холодильнике? Nothing but fast food. Тут только фастфуд. Надо что-то Try получше something купить healthier on на my way home. обратной дороге. Ага, понятно. Очень-очень ты классно ешь, конечно. Ужас. И капуста какая-то уже. Или это не капуста? Что это такое? Что за мусор у тебя в холодильнике лежит? Ой. Понятно. Отправить напоминание Джесси, забрать лекарства, цветы для похорон. Угу. Так, это мусор, ключи, какое-то письмо. Включи свет. Так, а где же наш маркер-то? Что-то я его не увидела здесь. Ой, что за квадратик появился? I really should drink the tracer fluid before I go see Dr. Munchie. Так, мы взяли в ключи. Мы пока отсюда не можем выйти, пока не выпьем маркер. Может, нам надо в ванную? Мы же, кстати, туда не заходили. Обычно же... Как спокойно закрылась крышка. Обычно же у американцев бывает в ванной всякие лекарства. А где вы храните свои лекарства? Я, например, храню их в холодильнике. Ой. Ой, застряла. Нет. О, нет, застряла. Черт. Так, There it is. чтобы использовать имеющийся... Ага. Ну, давайте выпьем, чтобы это не было. Маркер. Так Feels странно like milk, называется. but the taste, Чем-то похоже на it's like молоко, но sucking на out вкус как honey. монету лизать. Понятно. Опа. Прикольно. Ой, надо выключить, наверное. Так, мы выпили, и теперь мы можем отправляться на улицу. Опа, это что такое? А, это бутылка. Все, пойдемте. Интересно. Опа, мы в метро. Ух ты. Озгуд. Следующая станция Озгуд. Нам на станцию Озгуд. Опа. Джесси Гримуар. Jesse, Джесси, привет, Саймон. Получил твое письмо. Хочу пожелать тебе удачи и сказать, что все нормально. Спасибо, я, может, еще зайду после сканирования. Зачем? Не надо, мне Мэтти и Крис помогают. Мэтти из СНЛ? А ты еще не знаешь, он переходит на полный день в отдел комиксов. На место Эшли? Ну да, понимаешь. forget it. Да, все нормально. Не оставлять же теперь отдел без продавца, она все равно не вернется. She's coming back. Что ж, удачи. Надеюсь, там как-то придумают, что делать с твоим, умиранием. Умиранием? Умеешь ты подбодрить. Ну что я могу еще сказать? Давай, Джесси, до встречи. Не сожги там все без меня. Все, давай, друг. Куда мы вообще едем? Что за... Что он говорил про ложь, этот бездомный чувак? Вау. Hello? Эй, Dr. доктор Munchie? Мунши? Что-то это не похоже на какую-то больницу или что это? Это оно все заброшенное, как будто бы. Тут еще даже стены не докрасили. Where is everyone? А где все? Thought this Я place думал, would тут be будет busy. много людей. Вот именно.
Давайте пошаримся, конечно же. Что еще делать? Пробы и ошибки. Уберите скальпель, мозг может вылечиться сам. Мозг обладает потрясающей способностью к трансформации и пластичностью, позволяющей ему компенсировать последствия травм и даже залечивать их, объясняет Пол Берг. Аспирант-нейробиолог Йоркского университета в Торонто. Именно это качество мозга и надеются использовать Берг и его коллега Дэвид Мунши, изучающий кибернетику. Главное заставить мозг делать то, что нужно. Мы надеемся добиться этого простыми методами, тренировками, терапией и курсом приема слабых лекарств. Но Мунши и Берг не пытаются найти панацею. Их главная цель — найти оптимальный подход к каждому пациенту. Лечение они начинают с обследования больного и составления так называемой нейропрограммы Накадзимы. Это как картина, на которой указано направление, объясняет Мунши. В отличие от статической томограммы, нейрограмма может показать направление мозга, направление развития мозга. Речь, конечно, идет не о долгосрочном прогнозе, а о нескольких ближайших миллисекундах, но создав правильную компьютерную модель, Берг и Мунши могут испробовать на ней разные виды лечения, не рискуя нанести вред мозгу. Мы можем сымитировать передозировку болеутоляющих во время марафона, говорит Берг. Это просто компьютерная модель. Мы можем позволить себе 100 неудач в лечении, но 101 способ будет верным. И это оптимальное решение, найденное при работе над симуляцией, можно будет использовать в лечении настоящего пациента. Их проект пока что находится на ранней стадии, но он уже привлек к себе внимание лаборатории Pace, руководство которой пообещало выделить исследователям оборудование и рабочее место. Получить такую поддержку — большая удача, говорит Берг. Теперь нам остается лишь перейти от разговоров к настоящей работе. Понятно, что-то они там постоянно что-то исследуют, что-то делают, изучают, думают. От кого? Дэвид Мунши, пора сканировать. Пол, ты где? У нас есть несколько часов. Саймон Джаред у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне. Привет, Пол. Я поговорил с Пейс насчет того, чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро, и в пятницу не так много, конечно, но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Так мы сможем запускать модели на их компьютерах. А если вдруг у них в расписании появится окно, сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра кое-какие тесты, например, отсканировать друг друга, чтобы опробовать оборудование. По идее, это не так сложно, а в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет кого-нибудь. У нее есть пациент, недавно попавший в аварию. Это интересно, Дэвид. Так, в лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором Вэем, чтобы он вступился за наш проект, и меня, наконец, соединили с какой-то шишкой из юридического отдела Pace. Pace или... Почему я прочитала Space до этого? Которая смогла заново дать нам допуск в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и СМС, так что я оставлю где-нибудь записку с ним на тот случай, если мы его забудем. Пол. Что-то какие-то звуки странные, как будто здесь все-таки кто-то есть. Ой, а мы это пропустили. Что это? 2501. Код какой-то. 2501, может? Там какой-то код еще на двери как раз. Так, ничего интересного. Я же не ошибся кабинетом, а вроде бы тот. Так, я позвоню-ка я Мунши. Отлично, и телефон выключил. Ладно, хорошо, я справлюсь. Значит, нам надо тот код ввести все-таки, да? Ага, смотрите, как мы быстро догадались. Зачем нам бегать? Мы будем от кого-то убегать? Я понимаю, что это вроде как хоррор. Ой, кто это, непонятно. Какой-то чел. Аптечка. Все двери... вот. Ой, там какой-то чувак стоит. Так, а тут что?
Вау. Какой огромный шприц. Так, ну здесь вроде ничего интересного, да? Ни с чем мы не можем взаимодействовать, читать. Здравствуйте. Oh, hi. О, здравствуйте. Я не слышал, как вы зашли. Саймон Джаред, так? Dr. Munchie? Доктор Well, Мунши? it's, just Пока Mr. что просто Munchie, мистер but I'm Мунши, но working я on it. работаю над этим. Actually, И you're helping сегодня me вы right мне now. в этом Is поможете. this part of То your есть это thesis часть work? вашей Yeah. диссертации? It's a study I'm Да, doing with my совместное colleague исследование Paul моего Berg. и моего We коллеги. hope to design a Мое и gentle моего way to коллеги. work with brain reconstruction Создать to help people like you. неинвазивный метод. Oh, did Чего? you, Вы выпили take the маркер? tracer Я не fluid? успеваю. Yes. Yes, I Да, did. да, Great. выпил. Отлично. Well, we can start Начнем, как whenever вы you're ready. будете готовы. Ну, я как бы готов. Ну, давайте обследуем ваш... Он что здесь делает? Майнерством занимается? Ладно, шучу. Please, have a seat. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, сейчас, подожди, посмотрю, у тебя что тут есть. Интересно же все-таки. Так, ну ладно, давайте садимся. Так, вроде мы ничего не пропустили. Вау. Вау. All right. Let me just Так, get давайте this out of сразу the way. разберемся с формальностями. You are Вы Simon Саймон Jarrett, Джаред, correct? правильно? Right. Да. Toronto, Canada. Торонто, Канада, Munchie. Дэвид Мунши. Born Родились в 1988 году, 16 июля. Да. Плоская нейрограмма, версия 6. Good. Отлично, все в порядке. Will this hurt? Мне It's будет just a больно. scan. Это просто It'll hurt about сканирование, as much все as равно, getting что a снять picture taken. фотографию. Indians thought И cameras would индейцы steal думали, their что souls. фотоаппараты воруют их души. Да, будем надеяться, что они ошибались. Ready? Готовы? Say cheese. Скажите сыр. Чиз. Что происходит? What happened? О, что случилось? А вот и начинается хоррор, походу. Hello? Эй, мистер Mr. Монши. Munchie? А как встать? Did something go Что-то wrong? пошло не так. This isn't funny. Это не смешно. Я ничего не вижу. Мне бы фонарик какой-нибудь. I'm not supposed to Я put же myself не in. должен волноваться. О, тут все так затуманено. The hell is this Да где я вообще? How did I Как я get сюда here? попал? Действительно, как? Что вообще происходит? Ой. Служебная консоль. Чтобы получить доступ, вставьте Omni-инструмент. Служебная консоль. Установщик чипов в Omni-инструменты. Создавайте, настраивайте и оптимизируйте свой Omni-инструмент с помощью разнообразных программ и модулей оперативной помощи. Ящик с инструментами. Он не открывается. А вот это что такое? Что за зараза? Куда вообще попали? Какой-то, как будто этот... В космосе не услышат твой крик, какой-то alien. Откройте терминал со службой консоли. Автоматизировано. Тут даже какие-то буквы непонятные, символы, иероглифы. Ну, вообще как будто на какой-то другой этот попали. Так, а дверь мы открыть не можем. Может, у этих чуваков что-нибудь есть? А, это не открывается, да? Так, вот я все время нажимаю на Tab, чтобы посмотреть. Вдруг у нас есть инвентарь, и какой-то открывается квадратик непонятный. Так, ну, взаимодействовать я с этим не могу.
Может, сюда все-таки надо что-то нажать? Нет. Ой. Ой, ой, ой. Чтобы бросить удерживать предмет, нажмите. Нам надо что-то. Все, я понял. Воу. Вау, куда мы попали? Это место закрыто. Теперь мы можем эту дверь открыть, но она нам не нужна, в принципе, уже. Так. Сюда надо? Мы же здесь одни. Ну, тут я знаю, что должен быть монстр, как нам и вначале говорили. Но я надеюсь, он не слишком страшный. Вау. Это странное. Странное полотенце. Так. Не могу открыть. Ну... Куда нам идти? Вау, что это? Карл, все идет лучше, чем мы думали. Они не могут открыть двери. Чем больше ты запечатаешь, тем лучше. Ни к чему рисковать. Поняла. Ты фабрику оцепил? Да, большую часть удалось закрыть. Сейчас иду закрывать центр связи. Только не забудь оставить путь отхода. Не бойся, я тебе доставлю на Тету в целости и сохранности. Только надо убедиться, что энергии хватит. Поняла, увидимся в лагере. Что? How did I do that? Как я это сделал? Просто дотронулся. Дверь... нет, дверь не открывается. Ой, блин. Меня немного напугало. Кто это? Кто это такие? Они же не оживут? А что у нас здесь есть? О. Эй, ты! Ты можешь говорить? Говорить, как остальные. Что с тобой такое? Хочешь структурного геля? Ну, конечно, хочешь. Как странно. Ничего не понимаю. Сейчас я тебя отключу, хорошо? Ты просто меня пугаешь до ужаса, так что я тебя отклю... Кто это? Кто это? Уже кто-то появился. Я даже не понимаю, что мне делать, какая у меня задача, куда идти. Кто это там? Опа, на сердце стучит. Вау, вот это было жутко. Ага, мы уже поняли, что можно так делать. Он пошел туда, и мы, конечно же, пойдем за ним.
Так, и где? Что за звуки? Не понимаю. Нам бы какой-нибудь, не знаю, эти... болторез или как? Чтобы это открыть. То! Куда идти? Спасибо. Будем теперь всю игру ходить на корточках. Так, понятно. Вижу, куда надо идти. Вау! 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 Да ну нафиг. Нет, нет, нет. Я не хочу умираться. Я думала, надо было в ту дверь идти. Блин, тут нужен омни какой-то этот. Нам придется обратно идти, что ли? Я надеюсь, вам видно хоть что-нибудь, потому что я, например, плохо что вижу. Сюда надо что-то положить. Так, я надеюсь, он успокоился, этот монстр, или кто он там. Я надеюсь, его здесь нет. Я все-таки думаю, нам сюда надо. А больше некуда идти. Вау. Вау. Omni инструмент, версия 2.5. Omni инструмент — это сложное устройство для допуска к компьютеризированным системам, а также интерфейс управления ими. В схему Omni инструмента входят алгоритмы и протоколы, позволяющие пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Со временем Omni инструмент автоматически приспосабливает свои алгоритмы к подсознанию пользователя, чтобы оптимизировать работу и минимизировать ошибку ввода. Omni инструмент может передавать сигнал малой дальности, полезный для выполнения простых или автоматизированных действий, таких как открытие дверей. Для выполнения более сложных действий Omni инструмент необходимо физически подключать к рабочей станции или терминалу. Чтобы обновить свое устройство, просто вставляйте операторы в главное или вспомогательное гнездо. Главное гнездо оснащено разъемом стандарта, позволяющим подключать к Omni инструмента большинство существующих энцефалочипов. Внимание! При подключении внешнего ИИ встроенный искусственный интеллект Omni инструмента будет отключен вспомогательное гнездо, а снабжено универсальным разъемом, совместимым с большим количеством управляющих чипов, включая модели. Фу, это что такое? Ой. Опер Джейн. А, вот. Теперь у нас появился тап. Ага. Вкусненько. О! Тут кто-то лежит, что ли? О, ты без головы. Чё-то... Кого-то слышу, кто-то где-то... Кого-то слышу, короче. Я кого-то слышала. Так, и теперь нам надо в ту дверь, да? Потому что там был нужен Omni инструмент как раз таки.
Ёлки-палки. Вы что? Блин, в такие игры надо с пульсом играть. Чтобы свой пульс считывать. Сколько, интересно, у меня сейчас сердцебиение. Так. Доступ запрещен. О, нет. И что делать? Нам надо вернуться в самое начало? Так. Там был аппарат для обновления омни-инструмента. Походу, нам надо туда, наверное, что ли? Здесь же вроде не было, да, ничего? Давайте посмотрим. Может быть, здесь есть что-то, чтобы обновить. Эта дверь не открывается вроде бы. Может, мы что-то пропустили? Я слышу там какие-то голоса. Женщины какой-то. Так, здесь вроде ничего не было. Нам тогда придется вернуться в начало и обновить наш омни-инструмент. Инструмент. Блин, чувак, почему ты не можешь защищаться? Ой, господи. Драться. Что за музыка из Чужого? Так. Я тебя не боюсь, кто бы ты ни был там. Ой. А мы здесь были? А. Да, вот нам сюда надо. Служебная консоль Epsilon 3, включая место пилота, активирована. Activated. Статус системы. Ой. Я знаю, вам сказали, что наладчики получат полный доступ ко всему Патусу 2, а я здесь, чтобы сказать, такого не будет. Поймите меня правильно, я не назло вам это делаю, без вас, ребята, здесь никуда, но должна же быть определенная безопасность. Я не хочу, чтобы вы вломились куда-нибудь в карантинную зону на Омикроне и разнесли повсюду вирус или что-то там вообще такое. Омикрон. Вы сможете делать вот что. Вы сможете с его помощью открывать двери любые фактически. Если дверь не открывается, значит, либо что-то не так, либо у вас ограничения, и что делать тогда? Вставляете омни-инструмент в терминал и смотрите, нет ли возможности обойти ограничения. Иногда ведь нужно попадать туда, где вас быть не может. Вот и найдите способ, вы же инженер, в конце концов. Что еще? Следите за своим снаряжением. Не будьте козлом, вот и все, в принципе. Меня зовут Джон Строймер, оперативный агент охраны Патос-2. У меня есть кабинет на Тете. Если будут какие-то проблемы, приходите туда. Удачи. Окей. Все, я могу забирать. А как забрать? А, вот. Все, теперь мы можем открыть ту дверь, которая была закрыта. Мы теперь будем всю игру на очке сидеть.
Ёлки-палки. Это просто пугалка или кто-то сейчас выйдет? Вот именно где вот там происходит какая-то чертовщина, нам надо идти туда. Это прям шаблонный жанр всех хоррор-фильмов, игр. Куда монстр, туда и я. Теперь-то работать будешь? О, ура! Мы продвинулись вперед! Вау! Красота! Вау! Ух ты! Здесь жил какой-то художник. Все как и прежде, словно и не было здесь Армагеддона. Очень красивые рисуночки. Они вернулись, все в черном геле теперь, бедные рыбы. Кто они? Инопришеленцы? Эми, ты здесь? Я здесь. Готова к отбытию? Думаю, да. Рыбкам ты сможешь полюбоваться и на Тете. И все же я буду по нему скучать. По Эпсилону? Мы здесь поработали столько лет. Неужели ты ни чуточку скучать не будешь? По электростанции, полной взбесившихся машин? Нет, я переборю это. Это жестоко. Эпсилон не виноват, что так вышло. Как знаешь, заканчивай с дверями и возвращайся скорее в лагерь. Так точно. А это что? Это сломано. Вау, ну вы только посмотрите на эту красоту, а. Не видно ни края, ни конца. Вот это вот меня таинственность бездны очень пугает. Таинственность воды, точнее, океана, моря. Там же непонятно, что находится. Вы можете помочь? Кому? Кому тебе? Тебе помочь? Кому? Воу! Воу! А, показалось, я думала, какой-то монстр. Это туман просто. Игры играет. Останьтесь, останьтесь, останьтесь тут, останьтесь. Что это? Нет, стой! Стой! Чего? А, что это было? Чего? Что это, блин? Нам какой-то чувак говорил, стой, стой. Чего? Мы кого-то убили, что ли? Что это за... Извините меня, анус какой-то. Опа. Ползем. 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 О, воу, прогрузка прошла. Куда ползем, непонятно. Я надеюсь, сейчас никто не появится впереди. Это просто пугалка, это просто пугалка. Ничего такого здесь нет. Идем дальше. Так, здесь закрыто. Понятно. Стоит станция контроля какая-то. Боже мой. Ой, сколько же здесь... Здрасте.
Здравствуйте. Как ваше... Ничего. Ой, я что-то вижу там впереди. Так. Ну, наверное, будем сегодня на этом заканчивать. На этом моменте красивейшем. О, боже мой. Ладно. Ну, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, понравилась ли вам эта игра, ждете ли вы продолжения этой игры. И будем заканчивать, наверное. Подойдем, наверное, может, посмотрим, что там такое. Хотя ладно, давайте оставим это в следующем выпуске, в следующей части. Ну все, всем спасибо, всем пока.